Элдик медиа баарына сөз беребиз. Тут все у нас антимонопольно считает. Мы ничего не считаем, мы ничего не выдумываем. Да, мы опираемся на их расчеты. Потому что эти расчеты лежат в основе объявления конкурса на ТЭЦ. То есть они, когда объявляют конкурс на ТЭЦ, они тоже этими руководствуются. То есть они считают полностью доставка до ТЭЦ, сколько обходится это. Нет, мы повторно объявим, естественно, мы пересмотрим какие-то параметры в сторону уменьшения какие-то, сделаем где-то поблажки что-то. Но объявим обратно конкурс, то есть уже прямого заключения. Вот смотрите, у нас этих денег, 193 миллионов, у нас в наличии нету их. А чтобы купить автомашины, мы должны же за них заплатить же. А если нету, как быть? Вот, смотрите, 193 миллионов у нас нету. Но перевозя уголь с разреза до Балыкчы и дальнейшая поставка на ТЭЦ угля, то есть с ТЭЦа мы потом деньги получаем за поставленный уголь. И из этих денег мы и рассчитываемся с водителями, с перевозчиками. Да. Нету, конечно, их нету. У нас есть только уголь, который необходимо как-то перевезти до ТЭЦа, доставить до ТЭЦа города Бишкек. Видите, в этом вся и загвоздка. Если бы было бы у нас 193 миллиона, мы бы, конечно, лучше бы машину купили бы, создали бы дополнительные рабочие места и уже бы не зависели бы от другой компании. Да, вот эта стоимость перевозки, именно она лежит в цене поставки на ТЭЦ города Бишкек. Она в ней заложена. Вот как они нам оплачивают, да, мы свое забираем, то, что за уголь наш, мы, естественно, забираем, платим железной дороге еще за то, что они тоже перевозят, и водителям, конечно, за то, что они тоже перевозят с разреза до Балыкчы. А железнодорожному транспорту от Балыкчы до ТЭЦ города Бишкек, который возят, им тоже платим. Элдик медиа баарына сөз беребиз.